Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціч. Глядзіце ў гэтым выпуску. Год добраўпарадкавання. У Гомелі рэканструююць скверы ва ўсіх раёнах. Каб памяталі, творчы праект, прысвечаны 80-годдзю перамогі, прэзентавалі ў абласным цэнтры. На варце здароўя, як будуць працаваць арганізацыі аховы здароўя ў выхадныя і святочныя дні. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Кожны метр зямлі павінен выкарыстоўвацца эфектыўна. У апошні час пачасціліся звароты па садовых таварыствах. У сувязі з гэтым пад кіраўніцтвам старшыні Савета Рэспублікі Наталі Качанавай у Жлобіне прайшло пашыранае пасяджэнне. Яго тэма ўзаемадзеянні органаў мясцовага кіравання і самакіравання пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Падрабязнасці далей у сюжэце. Пытанні зямельныя – адны з самых частых сярод зваротаў грамадзян да органаў улады. Часцей за ўсё прадстаўнікоў садовых таварыстваў цікавіць правядзенне сходу ўнутры таварыстваў, абранне старшыні, прапіска ў дачных дамах, функцыянаванне інжынерных камунікацый, правядзенне водазабеспячэння, электроэнергии. Сегодня порядок на земле должен быть абсолютно везде. У нас у каждого клочка земли есть землепользователь, в том числе и у садоводческих товариществ. Я бы хотела отметить, что очень важно, что современно принимается законодательство и в области земельных отношений, в области строительства и деятельности садоводческих товариществ. Но в ходе применения практики законодательства мы видим, что уже почти 2 года работает закон, но появились определенные проблемы. На тэрыторыі Гомельскай вобласці створана больш за 800 садовых таварыстваў. Пры гэтым заўважана, калі старшыні арганізацыі эфектыўна выконваюць свае абавязкі, а паміж садаводчым таварыствам і мясцовай уладай наладжана хуткая коммуникация, пытания у громадян амаль не возникает. В первую очередь проводили обследование садоводческих товариществ, потому что приехать к большому коллективу людей, не владея информацией, это можно сказать, что просто потратить время и свое, и членов садоводческих товариществ зря. Поэтому мы ехали и смотрели, где есть пустующие участки, как ведется работа с отходами коммунальными, бытовыми, как налажена работа с пустующими участками. Навядзенне парадку на землях, у прыватнасці ўцягнення ў гаспадарчы абарот зямельных участкаў, якія пустуюць, з'яўляецца прыярытэтным напрамкам для Гомельскай вобласці. На нарадзе звярнулі ўвагу. Важна ўключаць у гаспадарчы абарот зямлю, якая вызвалілася пасля зносу будынкаў і збудавання ў сельскагаспадарчых арганізацый, а таксама эффективно выкарыстоўваць меліяраваныя земли. Ключевую роль в этой работе по благоустройству, наведению порядка, конечно, должны играть депутаты. Они должны выстроить взаимоотношения между людьми, которые тоже должны понимать, люди должны внести свою лепту в наведение порядка на земле, в том числе и в садоводческих товариществах. Пасля завяршэння нарады ўдзельнікі наведалі мемарыяльны комплекс «Чырвоны бераг», дзе ўсклалі кветкі да скульптуры «Апаленае дзяцінства» і заклалі яблоневую алею ў гонар 80-й гадавіны перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Владислава Галабокіна, Александр Чарнышевич, тэлерадыёкампанія «Гомель». Усе раёны вобласці прыступілі да сяўбы кукурузы. Ужо апрацавана больш за 11 тысяч гектараў. Якімі тэмпамі ідзе пасяўная, даведваліся нашы карэспандэнты. На полях сельгазпрадпрыемства «Сцяградзімы» да кукурузы прыступілі яшчэ на мінулым тыдні. Работы на плошчах, дзе царыца палёў пойдзе на зерне, ужо скончаны. Зараз актыўна сеюць на сілас. За змену механізатары апрацоўваюць каля 100 гектараў. Работаю на тракторе «Беларусь» 3522. В данный момент сеем кукурузу. Погода отличная. Работа идет отлично. В сроки уложимся. У гаспадарцы ўжо завяршылі сяўбу ранніх яравых. У чарзе на майскую перспектыву грэчка. Што тычыцца кукурузы, тут яна зойме плошчу ў 2500 гектар. Для паспяховай сяўбы выконваюць тэхналогію. Сошаць за глыбінёй забараноўвання, а таксама ўлічваюць тэмпературу глебы. В оптимальные сроки мы улаживаемся. Семена кукурузы обеспечены полностью, имеются в наличии. Техника вся исправно работает. Проблем никаких не видим. Надеемся, что в этом году урожай будет как минимум не хуже прошлогоднего. Сёлета ад ранневеснавых замаразкаў в области пацярпелі значныя плошчы азімага рапсу. У сувязі з гэтым культуру, што загінула, было вырашана замяніць на яравыя зерневыя і кукурузу. Ужо перасеяна больш за 10 тысяч гектараў.
И еще ожидается на 10 тысяч увеличить площадь посева кукурузы на зерно. Как раз сейчас приступили уже к посеву этой культуры. Посеяно уже 6%, более 11 тысяч гектар. Приступили в это время как раз и к посадке картофеля, к посеву овощей. То есть все работы весенние как раз ведутся нашими хозяйствами. План па сяўбе яравых на Гомельшчыне перавыкананы. Па рэгіёне яны занялі 94,5 тысячы гектараў. Падыходзіць да завяршэння пасадка шматгадовай травы на раллі. Алеся Заяц, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гомель працягвае жыць у рэжыме добраўпарадкавання. Сёлета абнаўленне закрануць зоны адпачынку ва ўсіх раёнах горада. У скверы імя Паўла Сухога праца ідзе поўным ходам. У рамонтным спісе дарожкі, фонтан і бюст авіяканструктара. Лакацыю дапоўняць новымі лаўкамі і зялёнымі кампазіцыямі, каб яна стала больш утульнай для адпачынку. Каля цэнтральнага рынку з'явіцца дзіцячая пляцоўка, дэкаратыўныя формы з падсветкай і дадатковыя парковачныя месцы, у тым ліку для велосипедов. Учитывая, что возле рынка там большое количество людей, как гостей города Гомеля, так и жителей, поэтому на данную территорию давно необходимо было обратить внимание. В конце прошлого года была разработана концепция благоустройства, подготовительные работы были начаты в конце прошлого года. В настоящее время данные работы продолжаются. А ў савецкім раёне Гомеля побач з абласным управленнем МНС з'явіцца сквер выратавальнікаў. Пляцоўка і адпаведная бронзавая скульптура ўжо падрыхтаваны. Акрамя таго, у скверы ўсталююць манумент, прысвечаны ліквідатарам наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Хутка ў парадным афармленні паўстане і манумент славы загінуўшым гомсельмашаўцам. Яго ўстанавілі 50 гадоў таму, 9 мая 1975 года, у гонар завадчан, якія змагаліся з фашысцкімі оккупантами. В настоящий момент полностью завершены демонтажные работы, и сейчас мы полным ходом проводим монтажные работы по благоустройству территории, благоустройству прилегающей территории, а также полностью перелицовки самого памятника. Вакол помніка прыбралі аварыйныя дрэвы, на месцы якіх высадзяць туі і горныя хвоі. Замянілі камунікацыі для ўстаноўкі сучаснай падсветкі. Гэта толькі адзін з эпізодаў вялікага гарадскога ператварэння, да якога падключаюцца ўсе, ад камунальных службаў да прадпрыемстваў і простых гамяльчан. Музейна-мастацкі цэнтр Гомеля рэалізуе маштабны праект, прысвечаны 80-годдзю перамогі. Для экспанатаў адведзена не толькі некалькі залаў, але і частка вулічнай тэрыторыі карціннай галерэі Гаўрылы Вашчанкі. З выставай азнаёміліся нашы карэспандэнты. Гэтую стужку гледачы яшчэ не бачылі. Чакаецца, што яе прэм'ера адбудзецца восенню на кінафестывале «Лістапад». «Дарагая маці» – фільм аб адным з эпізодаў «Вялікай айчынай». Гэта рэальная гісторыя аб ураджэнцы Браншчыны, які праз 3 тыдні пасля прызыву загінуў каля вёскі Хальч Веткаўскага района. Мы не показываем подвиг грудью на дзот или с гранатой на танк. Нет, это как многие тысячи ребят, которые просто получили пулю, а их мамы потеряли своих детей. Што адчуваюць людзі, якіх закранула вайна? Жыхарам мірнага часу зразумець гэта практычна немагчыма. У Анастасіі Задорынай, якая выканала ў фільме галоўную ролю, перадаць пачуцці атрымалася. Нам, наверное, даже невозможно предположить и представить, как это было тяжело. Поэтому, конечно, тяжело перенести на себя этот груз и попробовать передать его через экран. Тем более, что у моей героини нету слов. То есть только образ, только видеоряд. И попытаться своим обликом передать боль, отчаяние, горе. Сярод удзельнікаў праекта мадэліст Руслан Шылаў кажа, што работа выканана карпатлівая. На кожную мадэль спатрэбілася каля месяца. Усе эпізоды ўзятыя з няпростага военнага жыцця. Все события, которые здесь отражаются, они взяты с истории Великой Отечественной войны, с литературы, с книг, с интернета, с фильмов, с каких-то интересных сюжетов.
У баку ад праекта «Каб памяталі» не засталася і сама галерэя Гаўрыілы Вашчанкі. З уласных фондаў карціны гомельскіх мастакоў, прысвечаныя вялікай айчынай. Убачыць выставу можна на працягу месяца. Очень важно, что сегодня в фондах нашей галереи есть такие работы на тему Великой Отечественной войны, где показываются, раскрываются страницы не только истории, начиная с 1941 года, но и, конечно, по наши дни, по современные дни, как сегодня мы ощущаем и как мы видим всю эту историю от начала до современных дней. Яшчэ одну выставу можна ўбачыць непасрэдна на вуліцы. Тут размясцілі баннеры з цытатамі вядомых людзей аб подзвігу савецкіх людзей у вялікай айчынай. Маршалы Савецкага Саюза Жукаў і Ракасоўскі, пісьменнік Твардоўскі. Народ, які перажыў аднойчы вялікія іспыты, будзе і далей чэрпаць сілы ў гэтай перамозе. Олег Сенцюроў, Михаил Синицын, Валерий Габанько. Телерадиокомпания «Гомель». Сёння Гомель – лідар у краіне па колькасці муралаў, прысвечаных героям Вялікай Айчыннай вайны. Гэтымі днямі ідзе стварэнне яшчэ аднаго – партрэт маршала Савецкага Саюза. Чатырохразовы героя Савецкага Саюза Георгія Жукава наносіцца на доме па адрасе Жукава 2. Нашы карэспандэнты адправіліся ў падарожжа па старонкам гісторыі. Жыццё вялікага палкаводца 4 разы герою Савецкага Саюза маршала Георгія Жукава цесна звязана з беларускай зямлёй. Яшчэ ў 1916 годзе віцэ-унтэр-афіцэр Жукаў ваяваў з германцамі пад Маладзечнам. За гэтыя баі, паходы і ўзяцце ў палон афіцэра варожай арміі быў узнагароджаны 2 георгіўскімі крыжамі. Пасля грамадзянскай вайны ў 1922 малады камандзір кавалерыйскага эскадрону зноў апынуўся ў Беларусі. Але сёння мы ведаем яго як маршала перамогі, человека, які зломил сам ход истории. Когда шла операция «Багратион», он был у нас на территории области, в районе Рогачева. Жуков руководил войсками северного направления, поэтому непосредственно он был на нашей Гомельщине. Но с Гомельщиной он связан гораздо ранее. Первое место службы он получил в деревне Сырот Калинковицкого района, где командовал кавалерийским эскадроном. То есть под его началом было 40 всадников. Отсюда начался его восхождение. Потом он под Минском служил, командовал кавалерийским полком. Можна з гонарам казаць, што станаўленне Жукава як вялікага палкаводца адбывалася на нашай зямлі. У яго гонар у Гомелі назвалі цэлую вуліцу, а зусім хутка на ёй з'явіцца і доўгачаканы мурал. За нашим предприятием закреплена мемориальная доска. Она расположена тоже на фасаде этого дома. Мы всегда ухаживаем за ней, возлагаем в памятные даты цветы. А в этот юбилейный год коллективом нашего предприятия принято решение выйти с инициативой перед Гомельским городским исполнительным комитетом о создании мурала в честь великого полководца. Это очень важно для воспитания патриотических чувств, в первую очередь, молодежи. Кампазіцыю чакаюць апошнія штрыхі. Новы шэдэўр стане сапраўдным падарункам да 9 мая. Дарэчы, Гомель ўжо ўпрыгожваюць больш за 10 муралаў і спыняцца на гэтым не збіраюцца. Ну, это уже сложившаяся практика. Мы уже давно начали эту тему для того, чтобы действительно горожане знали, в честь кого названы улицы, кто это. Это герои Советского Союза. В этом году мы вот к 9 мая запланировали 3 мурала. Это Жукову, маршалу Советского Союза на одноименной улице, Денисенко Григорию Константиновичу и Катунину Илье Борисовичу. Да, это хорошая, добрая традиция. Из года в год мы это делаем. Это один из, наверное, городов из Республики Беларусь, который славится таким количеством муралов. Наперадзе нанясення яшчэ аднаго мурала. Ён будзе прысвечаны Рыгору Кірылавічу Денисенко, удзельніку Вялікай Айчыннай вайны, герою Савецкага Саюза, значная частка жыцця якога прайшла ў горадзе над Сожам. Ганна Кустачова, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель». У Беларусі пачаўся чарговы прызыў на тэрміновую ваенную службу і службу ў рэзерве. У гэтым годзе ён праходзіць на месяц пазней, чым летась. Падчас веснавога прызыву ва ўзброеныя сілы з Гомельшчыны будуць накіраваныя каля 2000 чалавек. У першай партыі амаль 200 маладых ваеннаслужачых. Па вялікім рахунку, гэта эліта арміі. Першыя прызыўнікі адправяцца ў сілы спецыяльных аперацый, Мінскую камендатуру і 72-й аб'яднаны вучэбны цэнтр. Сейчас
раз, когда мне сказали уже дату отправки, я, в принципе, и морально уже, и по вещам даже элементарно был собран, был готов. Вот, разве что было интересно, куда меня направят. В связи, я знаю, что у меня, хорошее здоровье. Было интересно, что, широкий спектр, куда могу попасть. Вот, попал в ВДВ, город Брест. Вот. Как там будет происходить служба, в принципе, и интересно. Надеюсь, будет много разнообразных действий проводиться, учений и прочего, чтобы время прошло быстрее, интереснее, какие-то навыки полезные приобрести. Тоже этого хотелось бы. Найти новые знакомства, сослуживцы, чтобы хорошие попались. Мы проводили беседу с сыном на протяжении нескольких лет по поводу армии и так далее. И ребенок готов, ждал этого момента. И мы рады, всей семьей рады, что ребенок идет в армию. Амаль 40% маладых военнослужащих маюць вышэйшую адукацыю, астатнія сярэднюю і сярэднюю спецыяльную. Па дадзеных ваенкамата колькасць так званых укланістаў менш як 1% ад агульнай колькасці прызыўнікоў. Што тычыцца здароўя, то зараз патрабаванні да яго змяніліся. Сегодня везде техника, поэтому немножко ослаблены требования к состоянию здоровья призывника, и поэтому по новым требованиям к состоянию здоровья призывники наиболее годны. У нас уже идет порядка 67% годных, то есть из 100 человек 67 это уже годные, это достаточно высокий процент. Для прызыўнікоў наступіў новы этап жыцця, калі яны навучацца не толькі абараняць радзіму, але і цаніць мір. Адпраўкі ва ўзброеныя сілы з Гомельшчыны будуць праходзіць да пачатку мая. 24 мая новабранцы прымуць прысягу. Сёння сваё прафесійнае свята адзначаюць супрацоўнікі Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз. Указ прэзідэнта аб стварэнні службы быў падпісаны 22 красавіка 2013 года. Галоўная мэта стварэння камітэта – удасканальванне дзяржаўнай судовай экспертнай дзейнасці і ўзмацнення абароны правоў грамадзян і юрыдычных асоб. На Гомельшчыне зараз выконваецца каля 40 відаў экспертыз, прычым кожны год іх колькасць павялічваецца. Так, у апошні час пачалі праводзіцца лінгвістычныя і культуралагічныя даследаванні. Пры гэтым павелічэнне магчымасцяў адбываецца адначасова з павышэннем якасці. Як прыклад, генетычная экспертыза. Вызначыць чалавека цяпер можна па любых біялагічных паказчыках. Гэта дазваляе раскрываць злачынствы, якія былі здзейснены некалькі дзесяцігоддзяў таму. На Гомельшчыне адны з лепшых у Беларусі гісталагічная, хімічная і балістычная лабараторыі. Значная работа праводзіцца і па расследаванні геноциду беларускага народа. Камітэт дае заключэнне па ўсіх знаходках, знойдзеных на месцах знішчэння мірных жыхароў. Грошы, расходаваныя з розумам. У Беларусі ўжо амаль 30 гадоў аказваюць падтрымку юным талентам. За гэты час каля 45 тысяч маладых людзей былі адзначаны спецыяльнай прэзідэнцкай прэміяй. Многія ўзнагароджаныя ўжо занялі сваё месца на навуковым алімпе, працуюць у розных сферах айчыннай вытворчасці. Новыя адкрыцці і новыя імёны ўладальнікаў прэміі агучылі сёння на выязным пасяджэнні Савета спецфонду прэзідэнта па сацыяльнай падтрымцы адораных студэнтаў. Ирина Дробышевская. Подробязней. Открывайте первую карту, снизу, которая первая, да, смотрите на нее. Что вы видите? Не, гэта не сеанс варажбы, гэта просто інвентар псіхолага. Метафарычныя карты раскажуць і пакажуць увесь патэнцыял і ўтоеныя магчымасці пацыента. Звычайны навуковы цуд. Даследным шляхам праверана, механізм працуе, а іх у арсенале псіхолагаў шмат. Анастасія Слесарова ведае ў гэтым толк. Дзяўчына самы юны выкладчык кафедры псіхалогіі Гомельскага універсітэта імя Францыска Скарыны. І за сваю навуковую працу стала адным з уладальнікаў прэзідэнцкай премии по поддержке таленовитой молоди. Я еще, когда только поступила сюда на первый курс, я узнала от преподавателей, от руководителей, что есть такой конкурс республиканский научных работ студентов. Я очень заинтересовалась принять в нем участие, потому что мне уже начиная с первого курса было интересно, в принципе, тема моя, у меня была динамика психоэмоциональных нарушений у медицинских работников в период пандемии COVID-19. Я исследовала медицинских работников, которые оказывали помощь пациентам в COVID-19 и те, которые не оказывали им помощь, и смотрела их уровень тревожности, депрессии, дистресса, в общем, выгорания. У меня была создана коррекционная программа, которая была направлена на снижение этих всех симптомов. В итоге
итоге, после завершения коррекционной нашей программы, были выявлены результаты, которые показали, что стресс, тревожность, депрессия у них была уже снижена. Гомельская психологичная лаборатория уладальнікам прэзідэнцкіх грантаў стала ўжо тройчы. Грашовыя сродкі фонду ідуць на развіццё навуковага патэнцыялу, закупляецца абсталяванне. І ў Беларусі на гэта грошай не шкадуюць. Таких лабораторий в стране только 3. Мы занимаемся как психологи психологическими технологиями. Соответственно, у нас специфическая работа, специфическое оборудование, которое мы смогли привести за счет гранта президентского последнего. И часть оборудования вы видите у нас на столах. Это и песочная терапия, и различные диагностические методики, и работа с группой для выявления социометрической структуры, метафорические карты, потому что у нас есть психологическая мастерская. А вось гэта нядаўняе адкрыццё гомельскіх біёлагаў. Новы від грыбоў спірограф скарыны. Назвалі ў гонар навучальнай установы. Грыб знайшлі на ўскрайку Новабеліцы. Ужываць у ежу не рэкамендуюць, але, магчыма, яго адкрыццё хутка можна будзе параўнаць з адкрыццём пеніцыліну. Упэўнены яшчэ адны атрымальнікі прэзідэнцкага гранта. Сам гриб – это вот эти вот кружочки, черные сферы, и это его споры. Мы получили финансирование и закупили оборудование. Молекулярно-генетическую лабораторию для изучения выделения ДНК из живых организмов, изучения его. В принципе, это существенным образом повысило и уровень, и качество проводимых исследований, позволило расширить спектр. На парадку дня і урачыстая частка. 13 вучняў і 20 студэнтаў атрымалі пасведчанне фонду. Матэрыяльная падтрымка навукі жыццёва неабходна, і гэты факт даказаны вынікамі. Не зря когда-то на заре белорусской государственности главой государства было принято решение обязательно основать такой фонд, обязательно сделать так по возможности, чтобы ни один одаренный, ни один талантливый не оказался без внимания государства. Сегодня мы приняли целый ряд решений. Вот в эту большую армию, 45-тысячную, записали еще целый ряд одаренных ребят, которые выиграли международные олимпиады, которые победили на состязаниях очень важных, очень нужных, очень сложных внутри нашей страны и которые через 10-15 лет будут олицетворять нашу страну. Гомель сёлета ў статусе маладзёжнай сталіцы, а таму дасягненні прадстаўнікоў маладога пакалення беларусаў у абласным цэнтры будуць гучаць цягам усяго года. Ірына Драбушэўская, Ігор Марыченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Жыллё, даступная медыцына і інавацыйныя праекты. Сёння на Гомельшчыне выконваецца ўжо 6-я дзяржпраграма, якая накіравана на сацыяльна-эканамічнае развіццё адносна пацярпелага насельніцтва і тэрыторый ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У асноўным ідзе рэалізацыя праектаў, звязаных з вытворчасцю. Напрыклад, у Чачэрскім раёне асвоілі праект па перапрацоўцы шын у гумавыя вырабы, які ўжо паспеў паказаць першыя вынікі. А ў сферы медыцыны адна з буйных ініцыятыў апошняга часу – будаўніцтва новага хірургічнага комплексу, які будзе спецыялізавацца на лячэнні не толькі пацярпелага насельніцтва, але і людзей, якія жывуць на чыстых тэрыторыях. Там жа рыхтуецца і памяшканне для ўсталёўкі дыягнастычнага абсталявання. Ну, конечно же, основной объем – это сельское хозяйство. То есть это молочно-товарные комплексы. Мы реализовали не только молочно-товарные комплексы, но и ввели в производство и свинотоварный комплекс, и порядка 6 зерносушильных комплексов, которые необходимы были на пострадавших территориях. Сапраўдным падарункам для жыхароў Хойнік і Брагіна стане новы басейн. Аб'ект маюць намер увесці ў эксплуатацыю бліжэйшай восенню. До конца года плануюць завяршыць рэканструкцыю ратушы ў Чачэрску. Таксама ў рамках праграмы штогод будуецца для маладых спецыялістаў каля 70 кватэр. Такім чынам, для моладзі ствараецца добры падмурак для сацыяльнага росту і развіцця. 7-я дзяржпраграма будзе рэалізавана ў 2026-2030 годах. Даведаліся, як будуць працаваць арганізацыі аховы здароўя Гомеля ў выхадныя і святочныя дні ў красавіку-маі 2025-га. Амбулаторна-паліклінічныя арганізацыі аховы здароўя горада Гомеля будуць працаваць па наступным графіку. 26 красавіка і 2 мая па графіку работы ў рабочы дзень. 28 красавіка, 3 і 10 мая па графіку работы ў суботні дзень. 29 красавіка, 1 і 9 мая
по графику работы ў святочны дзень. Более того, будет обеспечено дежурство наиболее квалифицированными медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения. Что касается стационарных организаций, то они будут работать следующим образом. 26 апреля по графику работы в субботний день, 28 апреля по графику работы в рабочий день, 29 апреля по графику работы в праздничный день. 1 мая праздничный день, 2 мая рабочий день, 3 мая субботний день, 9 мая, соответственно, праздничный день и 10 мая по графику работы в субботний день. Усе стацыянарныя установы будуць працаваць ва ўзмоцненым рэжыме. Пры неабходнасці грамадзянам акажуць медыцынскую дапамогу ў поўным аб'ёме. І напрыканцы выпуска пра надвор'е. На Гомельшчыне ў бліжэйшыя суткі пераменная воблачнасць. Ноччу пераважна без ападкаў, удзень месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Вецер паўднёвы удзень з пераходам на паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду. Пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу да плюс 13 градусаў Цельсія, днём да 29 градусаў вышэй за 0. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. Далей у эфіры навіны сеткі, разбор актуальнай міжнароднай павесткі на пальцах. Сёння ў выпуску прэзідэнт ЗША Дональд Трамп выказаў надзею на заключэнне пагаднення паміж Расіяй і Украінай на гэтым тыдні. План пераўзбраення Еўрапейскага Саюза прывядзе да распаду аб'яднання. Пра гэта заявіў былы прэм'ер-міністр Італіі Джузеппе Конте ў размове з газетай «Эль Паі». Разрыў паміж канкурэнтамі на выбарах прэзідэнта Польшчы знізіўся да мінімуму. Пасля глядзіце ў эфіры «Дэ-факта» і спартыўны агляд, а я з вамі развітваюся. Да сустрэчы! США рассчитывают на скорый мир между Россией и Украиной. Европа продолжает попытки милитаризации, а Польша уже готовится к выборам президента в мае. Развернем новостную картину этого дня при помощи нашей нейросети в ближайшие 10 минут. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение соглашения между Россией и Украиной на этой неделе. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social. На какую именно сделку он рассчитывает, Трамп не уточнил. О том, что между Россией и Украиной намечается мирное соглашение, ранее говорил спецпосланник президента США Стив Уиткоф. В ответ на просьбу прокомментировать эти слова пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о политической воле двигаться в сторону такой договоренности. Всегда интересно видеть то, как Трамп формулирует свои мысли в социальных сетях и на публике. Трамп напрямую не говорит о мире. Трамп не заявляет о том, что он желает всецелого прекращения огня. Трамп говорит о заключении соглашения или заключении сделки. Бизнес-линия в поведении 47-го президента США прослеживается даже на политической арене. Все верно. Бизнес, ничего личного. Впрочем, даже с такими формулировками устремления к становлению мира со стороны США действительно видны. Устойчивое прекращение конфликта рано или поздно наступит, как бы этот момент не хотели оттянуть отдельные лица с той стороны. Как объяснить следующую новость, мне не совсем понятно. 4900 фактов нарушения пасхального перемирия зафиксировано со стороны ВСУ за время его действия, так сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны Российской Федерации. Там уточнили, что российские военные неукоснительно соблюдали режим прекращения огня. Я напомню о том, что Владимир Путин объявил о прекращении боевых действий со стороны России с 18:00 19 апреля до полуночи с 20 на 21 апреля в связи с Пасхой. Все произошло в лучших традициях СВО.
Русские неукоснительно соблюдали условия прекращения огня. ВСУ пытались провоцировать и использовали возможности для передислокации своих войск. А теперь, внимание, многие украинские солдаты даже не знали о том, что пасхальное перемирие действует. Им просто не сказали. На передовой командование ВСУ не донесло до бойцов информацию о временном прекращении огня. Это стало известно из допроса военнослужащего 225-й бригады, взятого в плен бойцами спецназа «Ахмат». Так кто здесь действует в интересах мира, а кто любой ценой эту бойню пытается продолжать? Ответ, на мой взгляд, предельно очевиден. Представители США унизили французского президента Эммануэля Макрона в Париже и преподали ему урок мира в контексте решения конфликта на Украине. Об этом на своей странице в соцсети заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Ранее европейские страны включились в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. 17 апреля в Париже состоялись встречи в разных составах с участием США, лидеров Евросоюза, Великобритании и украинской делегации. Все верно говорит господин Филиппо. Правда, важно понимать, что лидер партии «Патриоты» такими высказываниями не просто указывает на свою позицию, он набивает себе политические очки. Совсем скоро, а именно в 2027 году во Франции должны пройти президентские выборы. То, что мы сейчас видим, это старт предвыборной программы Филиппо. Макрон на грядущих выборах баллотироваться не сможет, если, конечно, не изменит законодательство под себя. Марин Ле Пен уже де-факто из потенциальной гонки выпала. Возможно, именно Филиппо станет новым хозяином Елисейского дворца. Касаемо переговоров, американская сторона уже действительно сделала многое для становления прочного мира на Украине, в то время как Европа пытается делать вид, что она в этом мире заинтересована, но ничего не предпринимает. Все тот же Филиппо дал достаточно неплохой вариант выхода из ситуации и способ становления прочного мира. Лидер французской партии «Патриоты» призвал в соцсети X прекратить поставки оружия Киеву и поддержать усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Ни одного цента, ни оружия, ни одного солдата для войны на Украине, так говорится в публикации. Все верно, в этом рецепте берите и делайте. Любое перемирие приветствуется при условии, что оно позволит возобновить диалог для мирных переговоров. Это еще одна цитата Филиппо. Шанс на мир действительно был буквально на днях на Пасху. Российская сторона сделала все для этого. Правда, кому-то в высоких кабинетах Украины это событие ой как не понравилось. План перевооружения Европейского Союза, подразумевающий вложение 800 миллиардов евро, приведет к распаду объединения. Об этом заявил лидер партии «Движение пяти звезд» и бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в разговоре с газетой «Эль Паис». Политик негативно оценил новую оборонную стратегию «Готовность-2030». Он отметил, что усиленное вооружение создаст лишь иллюзию безопасности. Европе в 21 веке должно быть стыдно за то, что кто-то там в верхушке власти решил помериться количеством танков, снарядов, самолетов и РСЗО. Это ненормально, когда отдельные страны, которые развязали Первую и Вторую мировые войны, снова начинают увеличивать мощности своих заводов, которые производят оружие. Ненормально и точка. Замечу, что поводом для таких действий еврочиновники называют происходящее на территории Украины. Позвольте, то, что происходит на землях наших южных соседей, это вынужденная мера, о которой не раз говорил Владимир Путин. Соблюдите вы честно, в 2015-м условия Минска-2 ничего бы не было. Теперь Европа говорит о перевооружении, а в отдельных странах и вовсе поговаривают, что военная коробчонка пуста. Польские власти передали Украине все тяжелое вооружение, которое могли, из свободных финансов. Не так много об этом рассказал посол России в Польше Сергей Андреев. По всей Европе уже заявляют, что либо поддержки Украины вообще не будет, либо за эту поддержку придется платить. Варшава не исключение. Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а планирует зарабатывать на ее восстановлении. Об этом заявил Дональд Туск на форуме новых технологий в Варшаве.
Вот только успеет ли товарищ Туск к разделу большого украинского пирога, вопрос очень открытый. Как говорил один из героев советской киноклассики, все уже украдено до вас. И следы ведут на Банковую, Брюссель и Вашингтон. По данным соцопроса, проведенного исследовательской лабораторией «Ибрис», разрыв между основными конкурентами на выборах президента Польши сократился до минимума. Опрос проводился методом телефонного опроса 16 и 17 апреля. В опросе приняли участие 1000 человек. Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая. Если понадобится второй тур, то он состоится 1 июня. Национальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов. Польские выборы – это, конечно, очень интересно. Целых 13 кандидатов, вы представляете? И совершенно не важно, что большинство из этих кандидатов – обычные номиналы, которые реально бороться за власть не будут. Впрочем, даже при таких обстоятельствах из стана Польши приходят весьма острые новости. Кандидат в президенты Польши Мачей Матяк оказался в центре скандала из-за своей поддержки президента России в ходе дебатов в польском городе Коньске. Его слова вызвали резкую реакцию польских политиков и СМИ, где потенциального кандидата в президенты уже прозвали путинским. Причиной скандала всего-то, внимание, стали слова Мачея о возможном изменении курса Польши на улучшение отношений с Россией. То есть, я так понимаю, что у нынешнего польского истеблишмента понятие дружбы с соседями – это что-то на уровне преступления. Да уж. Да и якобы путинском кандидате в Варшаве говорить все-таки не стоит. Ни Россия, ни Беларусь никогда в дела, особенно дела предвыборные, к соседям не лезла. В отличие от Польши, к слову. Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, сообщил Святой Престол. Он умер в своей резиденции в Ватикане в светлый понедельник, 21 апреля. За день до смерти понтифик появился перед верующими по случаю Пасхи и произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. Папой Римским он был избран 13 марта 2013 года после добровольной отставки Бенедикта XVI. Франциск стал первым папой и иезуитом и первым в истории папой из Нового Света. 21 апреля 2025 года войдет в историю как день скорби о Папе Римском, который сделал огромнейшее количество благих дел. Папа Франциск призывал к становлению мира на Украине. Он ратовал за развитие отношений между римско-католической и русской православной церквями. Он делал многое для того, чтобы социальная справедливость действовала. Мир в этот понедельник действительно многое потерял. Впрочем, даже на фоне таких печальных событий отдельные политики пытаются хайпануть. Он вдохновил миллионы людей далеко за пределами католической церкви своим смирением и чистой любовью к обездоленным. Это цитата Урсулы фон дер Ляйен. Да уж, эта госпожа столько сделала для мира и обездоленных, что просто постыдилась бы такие заявления делать. Новостная картина этого дня была нарисована нейросетью проекта «Новости сети». Михаил Садовский. Пока. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Гомеле задержали нетрезвого и бесправного водителя электроскутера. Мужчина двигался по проезжей части без мотошлема. В его вдыхаемом воздухе обнаружено 2,5 промилле алкоголя. На мужчину составлено 3 административных протокола. Транспортное средство доставлено на охраняемую стоянку. Жительница Мозыря стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерку обманули по схеме «Алло, мама». Она передала прибывшим курьерам
размером 10 тысяч рублей. На следующий день по аналогичному сценарию фигуранты попытались забрать у 77-летнего мазырянина 15 тысяч рублей, однако были задержаны. Курьерами оказались иностранные граждане. Они нашли объявление о легком заработке в мессенджере и по указанию куратора выехали в нашу страну. Похищенные деньги изъяты и будут возвращены потерпевшей. Следователями возбуждено уголовное дело. В Хойникском районе работнику сельхозпредприятия были незаконно задержаны нанимателем средний заработок за время трудового отпуска и единовременное пособие на оздоровление. Поскольку несвоевременная выплата денежных средств причинила существенный вред правам и законным интересам гражданина, прокуратура вынесла предписание директору предприятия и потребовала устранить нарушение трудового законодательства. Задолженность перед сотрудником погашена. В Светлогорском районе злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в дачный дом в поселке Жердянский. Преступник употребил спиртные напитки и продукты, погрузил столовые принадлежности в воду и в завершение, надев чистые наволочки на подушке, полежал на диване. По изъятым постельным принадлежностям проведена адерологическая экспертиза, по результатам которой на одной из них обнаружен запаховый след. По нему удалось установить подозреваемое лицо и в последующем получить иные доказательства о его причастности к совершению еще 8 преступлений на территории региона. В агрогородке Ровковичи Чечерского района произошло возгорание жилого дома. В результате пожара уничтожены кровля, веранда и повреждены стены строения, а также уничтожена кровля рядом стоящей хозяйственной постройки. Вероятная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем. Не обошлось без пожара и в Жлобине. На улице Промышленной загорелся экскаватор. В результате пожара повреждены моторный отсек, кабина и лакокрасочное покрытие экскаватора. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Уважаемые зрители, в регионе зафиксирован рост количества пожаров в природных экосистемах. Будьте осторожны в обращении с огнем, постоянно следите за процессом горения. Ни в коем случае не выбрасывайте незатушенные окурки и спички. В сухую ветреную погоду воздержитесь от разведения костров и сжигания растительного мусора на дворовой территории. В случае пожара звоните по телефону 112. В Гомельском районе произошло ДТП. В деревне Грабовка по улице Московской мужчина, управляя мотоблоком, двигался по краю проезжей части дороги. При осуществлении поворота направо не справился с управлением, из-за чего опрокинулся. В результате происшествия водитель сельхозтехники получил телесное повреждение и был госпитализирован. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. В столичном спорткомплексе «Уручье» состоялся решающий матч полуфинальной серии между волейбольными командами «Энергия» и «Столица». По итогам встречи команда Гомельского областного клуба уступила «Столице» со счетом 3-1. Самым результативным игроком команды стал диагональный Павел Голота, принесший команде 19 очков. Таким образом, команда продолжает борьбу за бронзовые медали. Серия игр до 3 побед состоится против волейбольного клуба «Борисов БГУФК» и стартует в Гомеле. Женский футбольный клуб «Гомель» в домашнем матче уступил Бобруйской «Белшине» со счетом 2-4. Голами в составе зелено-белых отметились Валерия Ерецкая и Анна Реут. Первые 20 минут игры обе команды пытались атаковать друг друга, но только на 24-й минуте бобруйчанкам удалось размочить счет. Мяч в воротах Гомеля. Спустя полчаса соперницы вновь забили гол гомельчанкам. Счет 2-0 не в пользу Гомеля. Отыгрываться Гомель стал только на 85-й минуте матча. Счет по итогу игры 2-4 не в пользу Гомеля. Хоккеисты столичной юности стали обладателями Кубка президента за победу в плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона 24-25 года. Звание чемпионов Беларуси подопечные Сергея Стася оспаривали с Витебском. По ходу серии до 4 побед минчане уступали со счетом 1-3, но затем одержали 2 виктории подряд и сравняли цифры в противостоянии. Финал Кубка президента дошел до решающего 7-го матча в 5-й раз в истории экстралиги и в 3-й раз за последние 4 года. Главный поединок сезона 24-25 года приняла Чижовка-арена. Белорусская теннисистка Арина Соболенко в 4-й раз проиграла в финале турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте. В решающем поединке первая ракетка планеты уступила представительнице Латвии Елене Остапенко, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге. В первой партии белоруска все время догоняла соперницу, но все же уступила со счетом 4-6. Во втором сете
сете у Соболенко вообще ничего не получалось, и она почти без борьбы проиграла его 1-6. Встреча продолжалась 1 час и 25 минут. В прошлые годы Арина Соболенко трижды выходила в финал этого турнира и также проигрывала своим соперницам. В 2022 и 2023 годах польской теннисистки Иги Швентек, а в 2021 австралийки Эшли Барти. Белорусские спортсмены выиграли 7 медалей чемпионата Европы по шашкам 64, который проходил в турецком Кемере. В общей сложности наши шашисты выиграли 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы. В молниеносной программе «Блице» победу у мужчин одержал Игорь Михальченко, а у женщин третий результат показала Полина Петрусева. Накануне чемпионами Европы в быстрых шашках стали Артем Тихонов и Виктория Николаева. Ранее в классической программе Михальченко завоевал серебро, а Николаева и Георгий Таранин стали бронзовыми призерами. Белорусские спортсмены завоевали 4 медали на международном турнире по велосипедному спорту на треке 2025 Гонконг International Track Cup. В активе нашей команды 1 золотая и 3 серебряные награды. Лучший результат в женском Мэдисоне парной гонки до выносливость показали Анна Терех и Ирина Чуянкова. Также Терех заняла 2 место в Омниуме, а Полина Конрад показала 2-й результат в гонке с выбыванием. Кроме того, обладателем серебра в спринте стал Артем Зайцев.